İnşallah bir gün hoşmayın doğru yol Kafkasya, sabit yol, yergül stadien, nukleer yol, pili stadtüssen, problem stadtüssen, yergül stadien, Lulboystina, dik Lulboyfulus. Hepsi bu ateş, işten hiç kan koyun yolu inşallah. И невзирая на то, что история Кавказского народа сложилась как военная история, мы надеемся, что придет тот день, когда мы сможем жить в добре с добрых отношениях с нашими соседями и с другими народами мира. Мы очень на это надеемся, говорит Алаудин. Sonra inşallah dünya taplar ve dünya taplar bu marşları Melbourne ve kamsa marş muş bakımları derma. Hiç Ukrayna dolarla nisbetli Ukrayna köle kurmuş nisbetli ve Сегодня начались процессы, которые придут к процветанию и миру, и во главе этих процессов сегодня стоит Украина. И в завершение вам горячий привет с Турции, и на этом благодарит участников конференции и завершает свою речь. Спасибо. Следующим у нас будет адвокат Амина Сулейманова с докладом «Нарушение норм международного права в области прав человека на Северном Кавказе. Необходимость восстановления прав человека и верховенства права народов Кавказа. Вопросы борьбы с политическим угнетением внутри России». Добрый день, коллеги. Доброго дня. Меня слышно? День добрый, мы вас слышим, Амина. Замечательно. Я очень рада всех приветствовать. Мне очень приятно, и это честь сегодня быть приглашенной выступать на таком форуме. И, наверное, то, с чем я хочу выступить, это не совсем доклад, это, наверное, просто размышление, да, о том, каким мы хотим видеть Кавказ и какой он есть сейчас. Я юрист, много лет специализирующийся на защите прав человека. Я правозащитник. И вы знаете, когда мы говорим о том, что такое права человека и откуда они взялись, да, не секрет, что концепция защиты прав человека – это концепция, появившаяся в современном мире после ужасов Второй мировой войны. Ужасы Второй мировой войны были в том числе связаны с геноцидом, истреблением целых народов, с пытками, с недопустимым поведением в отношении людей. И мир ужаснулся. И крупнейшие страны мира пришли к тому, что, наверное, надо записать о том, что людей нельзя пытать, людей нельзя просто так убивать. У людей должны быть права, в том числе права на свободу вероисповедания, на свободу выражения, свободу слова и так далее, и так далее, и так далее. Да? И в 20 веке была подписана и Всемирная декларация прав человека, позднее Европейская конвенция прав человека. Да? И что же мы видим? Мы видим, что эти все нарушения, эти все пытки, все то, чему ужаснулся мир в 20 веке, малые и средние народы Кавказа проживают уже много-много сотен лет. Да? И это описано классиками. Если мы почитаем роман Льва Толстого «Хаджимурат», мы видим то же, что происходит и сейчас. С этим столкнулась в последнее время и Украина в войне. Мы понимаем, кто является источником этих притеснений, мы понимаем, кто позволяет себе подобное отношение. Конечно, если мы говорим о нарушениях прав человека на Кавказе, особенно на Северном Кавказе, то можно сказать, что сейчас, да, естественно, после событий в Украине, после начала войны, Российская Федерация была исключена из состава Совета Европы.
Однако до тех пор, пока она там была, я сейчас нахожусь в Страсбурге, я общалась с юристами, мне давали информацию, и она у меня есть официальная статистика Совета Европы. Она говорит о том, что самый большой процент обращений в Европейский суд по правам человека был, ну и сейчас те дела, которые рассматриваются, остаются в отношении нарушений прав, которые имели место в Чечне. Конечно, это безусловные люди. В Дагестане, в Кабардино-Балкарии. И что это за нарушение? Знаете, вот это вот, наверное, самое важное. Речь идет о выкрадении людей, то есть воровстве людей. Речь идет о том, что люди пропадают из своих домов. Они увозятся сотрудниками полиции. Они не возвращаются, о них никогда не появляется сведений. Речь идет о полном попирании свободы слова. Речь идет о том, что есть уголовные дела, касающиеся того, что просто цитирование лидеров независимой Чечни, не того режима, который сейчас управляет Чечней, а те люди, которые являются реальными лидерами наших братьев-чеченцев, просто цитирование их ведет к уголовному преследованию, к уголовному наказанию. Речь идет о пытках, речь идет о лишении людей права на элементарную информацию, на доступ к правосудию и так далее, и так далее, и так далее. И вы знаете, что же это, как не... Если это идет политика со стороны государства, да, это же не просто какие-то группы бандитов или какие-то маргинальные элементы. Мы видим, что это осознанная политика государства в отношении народов Кавказа. И по той терминологии, которая была принята уже после Второй мировой войны, некоторые действия вполне можно расценивать как геноцид, потому что огромное количество жертв, мы знаем, что за 2 чеченские кампании в Чечне было истреблено до 30% населения. Да? И вот эти все вопросы, они напрямую соотносятся с вопиющим нарушением прав человека и с тем, что мы должны каким-то образом остановить просто геноцид народов Кавказа. Сейчас мы видим и мы знаем, что идет принудительная мобилизация. Опять же, мы понимаем, что наибольшим образом снова-таки страдают народы Кавказа. Что это, как не осознанное истребление? О каком Дагестане, я сама лачка, да, моя семья родом из Дагестана, о каком Дагестане, о какой Чечне, о каких свободных республиках или государствах Северного Кавказа мы все мечтаем. Мы мечтаем о месте, где будут уважаться права человека, где и это принято в культуре наших народов. Мы мечтаем о месте, где каждый будет свободен в том, какую религию он исповедует, где никто не будет преследоваться за то, что он молится не по какому-то канону, да, утвержденному в каком-то высоком кабинете. Мы мечтаем о странах, в которых будет свобода слова, в которых будет свобода собрания, в которых людей не будут пытать, в которых люди не будут пропадать, в которых, приезжая в погонах, органы, я даже не знаю, как назвать этих людей, потому что это порой даже не следствие, это не следственные даже органы, да, это просто какие-то опричники. Они воруют людей, и я надеюсь, я мечтаю, что мы создадим наш Кавказ, наши страны, которые будут свободны от этого, и у нас будут права человека просто защищены. У меня есть, конечно, значительная статистика
о том, какие именно нарушения имели место, имеют место, и дела, которые доходят до Европейского суда по правам человека. Я просто не думаю, что эта статистика, она принципиальным образом изменит, она покажет что-то, чего вы не знаете, да, потому что я понимаю, что на сегодняшнем форуме собрались люди, которым не понаслышке известна реальная ситуация на Кавказе. И в связи с этим мне бы хотелось, чтобы нами был сформирован какой-то путь, какая-то дорожная карта о том, к чему мы идем, к каким ценностям мы идем, к каким ценностям мы придем. И, безусловно, это должна быть интеграция в современное европейское общество, снова-таки, в котором будет полностью соблюдаться все стандарты Европейской конвенции по правам человека, Всемирной декларации прав человека. И именно это в итоге и приводит к развитию народов, к развитию государств и к адекватности взаимодействия всех членов общества с учетом интересов всех и без таких вопиющих нарушений, к которым приводит тоталитаризм, к которым приводит подавление народов, находящихся в составе на сегодняшний день Российской Федерации. Спасибо вам, Амина, что нашли время для нас. Итак, прошу прощения, я забыл представиться. Меня зовут Олег Черинский. Я являюсь медиа-представителем общественно-политической организации «Свободный Кавказ». А также хочу подытожить слова Амины. Я практикующий правозащитник, то есть имел начало своей работы в России, возглавлял Кавказское правозащитное движение. И хочу сказать, что, к сожалению, за последние годы Украина познакомилась со всем тем, что мусульмане, собственно, почувствовали на себе. Я говорю мусульмане в общем, потому что это касается и республик Поволжья, Татарстан, Башкирия, также является проблемой всего Северного Кавказа, ну и вообще уже, наверное, всей русской нации, кто себя таковым считает. Украина, к сожалению, в плане после оккупации Крыма почувствовала на себе, на примере крымских татар, это этнические преследования, причем таких масштабов, каких мы можем цитировать случаи на Кавказе. Но, к сожалению, уже с 24 февраля мы стали свидетелями того, что на себе, в большей степени чеченцы, а также соседние Кавказские республики прочувствовали. То есть это абсолютный террор. Абсолютный террор, единственная лишь разница, никто не пугает ядерным ударом. Почему? Потому что тогда кавказцы не могли в своей малочисленности и отсутствии поддержки дать такой отпор, который сегодня Украина показывает всему миру. Мы надеемся, что украинский народ станет второй нацией в мире, кто одолеет современную Россию. Мы верим в это. И желаем всем остальным народам, оккупированной России, повторить этот успех. Почему? Потому что сначала и чеченский малый народ, а теперь Украина показала, что большой медведь, вторая армия мира – это самый большой фейк. Также хочу сказать о тех репрессиях, витках репрессий, которые проходят сейчас. Если мы говорим о мобилизации, это насильственная мобилизация, как мы ее называем, которую украинцы в том числе и на себе чувствуют. Я говорю о оккупированных частях Донецкой, Луганской областей и Крыма. Насильственно эти украинцы, то есть кто насильственным образом, посредством оккупации, попали в якобы территорию России или в своем каком-то искусственном юридическом мире, сегодня дети этих семей подвергаются насильственной мобилизации ровно так, как и кавказские народы. А насильственная мобилизация – это шаг, необходимый стал для России. Почему? Потому что в целом кавказские народы, но и другие представители даже ура-патриотского мира России отказались участвовать в этой войне. После хорошего, успешного ответа украинской армии, когда украинская армия смогла сдвинуть фронт от Киева, а потом и от Харьковской области, говорю откровенно, все очень сильно испугались в России. И насильственная мобилизация – это необходимый шаг для России, чтобы хоть как-то остаться на плаву. Мы все являемся свидетельством того, что Россия проиграла. И все эти сказки про ядерную или грязную бомбу – это просто попытка выжить, попытка вытянуть, как-то отсрочить свое поражение, которое уже неизбежно, и свидетелями которого мы уже все являемся.
Здесь хочу только добавить тому к теме Кавказа лишь то, что Российская Федерация, как и Вторая армия мира, это тоже очень большой фейк. Мы до этого много об этом говорили, но, к сожалению, слово, название вот эта федерация не предоставляло возможности открыть глаза всем представителям республик, которые сегодня лишены хоть какого-то права на самоопределение, заявление своих политических позиций или амбиций. Буквально на днях мы стали свидетелями, и до 2023 года, то есть до начала 2023 года, этому подвергнутся абсолютно все республики Российской недофедерации, в том плане, что конституционные суды и территориальная целостность республик отменяется. То есть с изменением Конституции после обнуления Путина, как мы это назвали в 2020 году, обязательным республикам стало отменить пункты о территориальной целостности, а именно ответственности глав республик по территориальной целостности. То есть сейчас Путин может просто сдвинуть границу Чечни и Дагестана только для того, чтобы развить межнациональный конфликт. Как остановить наш путь деоккупации? Как остановить наш путь к свободе? Создать национальные конфликты. Для этого уже почва создана. А также в долгосрочной перспективе они намерены размыть такое понятие, которое мы за сотни лет оккупации сохранили. Я дагестанец, я чеченец, я ингуш, я кабардино-балкарец. Мы сохранили, несмотря на царские репрессии, несмотря на Советский Союз, репрессии Сталина и последствия, мы сохранили свое «я». Но российское, современное фашистское государство хочет убрать это. Она упразднила территориальную целостность, она упразднила право выбора главы республик, она упразднила все абсолютно. И сейчас мы просто должны стать тоже русским миром, бородатыми, страшными, носатыми, агрессивными, но русскими. Южными русскими, черными русскими, здесь не имеет значения. Того, что не смогла сделать царская Россия, того, что не смог сделать Советский Союз, сегодня фашист а-ля Гитлер Путин взял на себя эту ответственность. Поэтому мы более чем когда-либо мотивированы сохранить то, что сохранили наши отцы. Я хочу, чтобы мой внук был похожим на моего дедушку. Возможно, это только посредством свободы наших народов. И да поможет нам Аллах. Мы уходим на перерыв, кофе-брейк, полчаса.